На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спикер парламента Алаш Ашуба подписал документ об отзыве законопроекта о мерах по повышению уровня социально-экономического развития Чимчирского, Тхварчалского и Галского районов Республики Абхазия. В поликлиническом отделении Центрального военного госпиталя в Агудзере начался капитальный ремонт. Эксклюзивный хендмейд. Дизайнер Аида Гицба представила свою коллекцию ручной работы в фойе Абхазского драмтеатра. Начнем с новостей из парламента. Пресс-служба Народного собрания парламента Республики Абхазия заявила, что в результате длительных консультаций и активного внутрипарламентского диалога, учитывая и принимая во внимание общественное мнение, в первую очередь Совета старейшин, героев Отечественной войны народа Абхазии, представителей научных кругов, интеллигенции и других неравнодушных граждан, о рассмотрении проекта закона о мерах по повышению уровня социально-экономического развития Чимчирского, Тхварчалского и Галского районов республики с целью снятия напряженности и сохранения стабильности инициаторами проекта закона было принято решение об отзыве внесенного законопроекта с рассмотрения и дальнейшем прекращении по нему законодательного процесса. Депутаты Народного собрания благодарят коллег-инициаторов законопроекта, депутатов Эмурхба, Акаба, Качарава и Зантария за ответственный подход к решению сложной ситуации. Депутаты выражают признательность народу Абхазии за активную гражданскую позицию и напоминают о важности сохранения согласия и стабильности в нашей стране. В связи с обращением 24 июля в Народное собрание депутатов Эмурхба, Акаба, Качарава, Зантария об отзыве проекта закона о мерах по повышению уровня социально-экономического развития Чимчирского, Тхварчалского и Галского районов, спикер парламента Алаш Ашуба подписал документ о возвращении данного законопроекта депутатам, инициировавшим его рассмотрение. 26 июля в 17:00 Объединенный штаб по противодействию принятия закона о строительстве апартаментов проводит в зале Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба собрание общественности с участием депутатов Народного собрания. 25 июля соответствующий запрос штаб направил исполняющей обязанности министра культуры Динаре Смер, на что в тот же день получили положительный ответ. Генеральная прокуратура назвала несоответствующей действительности информацию депутата парламента, руководителя общественной организации Айтгаларакана Кварчи об оказании руководством Генпрокуратуры давления и увольнении с работы прокурора Чимчирского района Вадима Сабеки. Прокурор Чимчирского района, старший советник юстиции Сабеки Вадим Юрьевич 22 июля в соответствии с Трудовым кодексом и на основании поданного им заявления приказом Генпрокурора за 22 июля находится в очередном трудовом отпуске с 22 числа по 1 сентября 2024 года. На время трудового отпуска Сабеки обязанности прокурора Чимчирского района возложены на заместителя прокурора Чукбар, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с духовенством Абхазской православной церкви, игуменом Игнатием, иереем Далматом, иереем Никитой и иеромонахом Давидом по их просьбе. На встрече обсудили насущные вопросы церковной жизни, вопросы взаимодействия церкви и государства, возрождения духовного наследия. Премьер напомнил священнослужителям, что в 2013 году, будучи президентом Абхазии, подчеркивал, что связи абхазского духовенства и православного народа, как и общества в целом, с Грузией и ее церковью давно и невосполнимо утрачены. Александр Анкваб отметил, что его мнение неизменно. Абхазская православная церковь должна добиться автокефалии. Посольство Абхазии в России назвало недостоверной информацию о продаже земельного участка, выделенного Абхазии Российской Федерации под строительство здания посольства, появившуюся в сети интернет. В посольстве опровергли эту информацию и опубликовали выдержку из Российско-Абхазского межправительственного соглашения об условиях размещения дипломатических представительств Абхазии в России и России в Абхазии от 24 декабря 2009 года. В
В поликлиническом отделении Центрального военного госпиталя в Агудзере начался капитальный ремонт. Работы начались 20 июня и завершатся в середине сентября. Они включают в себя демонтаж старой штукатурки, замену электропроводки, систем водоснабжения и канализации, возведение новых перегородок. По словам начальника госпиталя Аляса Джунджолия, ремонт в медучреждении не проводился более 50 лет. Кадрового дефицита в госпитале нет, но врачам было тяжело работать в таких условиях. Поликлиника оснащена всеми необходимыми специалистами. Это хирурги, терапевты, окулисты, лор-врачи, гинекологи, дерматологи, гастроэнтерологи. В общем, здесь у нас кадровых сложностей, проблем нет. Имеем всех специалистов. Достаточно оперативно работает бригада. Помимо того, что работает оперативно, я уже последние годы начал немножко разбираться в строительстве, поэтому могу дать оценку и качеству работы. Так что в этом плане пока нас все устраивает. Начало работ датировано от 20 июня сего года. В принципе, если будем идти такими же темпами, я думаю, в уложенные сроки мы справляемся. Необходимость ремонта была вызвана тем, что уже 60 лет военный госпиталь. Ни капитальный ремонт, ни какой-то частичный локальный ремонт в этом здании не проводился. Да, работать в таких условиях предоставлялось крайне тяжелым уже. Ремонт капитальный, поэтому виды все необходимы, вплоть до того, что отбивалось все до конца, и все по новой возводится. Это замена электрики, замена сантехники, система водоснабжения, система водоотведения. Все меры безопасности, все санэпид-нормы, все при ремонте все учтено у нас. В оказании помощи медицинской не отказываем никому. Помимо военнослужащих у нас обращаются жители района, жители столицы, жители других городов. То есть здесь у нас каких-то ограничений определенных нет. Следственное управление Генпрокуратуры завершило процессуальную проверку сообщения о преступлении по факту пожара в помещениях Национальной картинной галереи, банка «Центр международных расчетов Абхазии» и Союза художников, произошедшем 21 января 2024 года. По результатам проверки 22 июля принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, а также за отсутствием составов преступлений в деянии председателя Союза художников Джения Виталия Викторовича. Согласно выводам российских экспертов, очаг пожара находился в пространстве между кровлей и потолочным перекрытием здания. Наиболее вероятными причинами возникновения пожара являются короткое замыкание или перегрузка электропроводки. За рулем только трезвый. МВД продолжает специальные рейдовые мероприятия. 346 протоколов за нарушение ПДД оформлено в результате рейда 24 июля. Смотрите материалы пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Саакян Арарат Давидович, 1985 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Алоев Залим Русланович, 1991 года рождения, проживающий в Гулрыбском районе, управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Цейба Юрий Лесикович, 1967 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Аргун Аслан Зурабович, 1990 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял транспортным средством в алкогольном опьянении. Кешищан Ефрем Ншанович, 1985 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ларченко Кирилл Евгеньевич, 1987 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Делинян Алексей Ваганович, 1986 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Никитин Олег Андреевич, 1964 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Черкезия Одик Родикович, 1997 года рождения, житель города Ткварчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чалов Кирилл Владимирович, 1987 года рождения, житель Тюменской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Акиртава Денис Мурманович, 1991 года рождения, житель города Чемчира, управлял
управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бобров Евгений Николаевич, 1984 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Акопян Артур Сиражеевич, 1969 года рождения, житель города Очимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Грякалова Валерия Константиновна, 1982 года рождения, жительница города Москва, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Гагуля Аляс Игоревич, 1986 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Капанадзе Муртаз Резуевич, 1985 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Авидян Сергей Сиранович, 1985 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Солобов Астамур Имранович, 1993 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Квиквискири Гия Анатольевич, 1978 года рождения, житель города Очимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Товарищ министр, личный состав госавтоинспекции для проведения рейдовых мероприятий построено, докладывает временно исполняющий начальник управления ГАИ подполковник Авицба. Здравствуйте, товарищ. Согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Кьют, в городах и районах республики проходят усиленные рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих автомобильным средством в нетрезвом состоянии, нарушающих правила дорожного движения. Самая главная наша задача – это выявление в нетрезвом состоянии наших граждан, которые пребывают за рулем. Помимо всего этого, основное внимание обращайте на те автомобили, которые, так скажем, в простонародье называют крутыми автомобилями. Что-то их мало вижу в сводках, очень мало. Никаких избирательных отношений, либо предвзятых кому-то, чтобы не было. Согласно инструкции, согласно всем тем поручениям, которые вам дает руководство, вы должны будете действовать. Сегодня с вами буду работать и я тоже вместе. Работу, которую вы сегодня ведете, она очень важна, нужна. Не вам сейчас мне объяснять, насколько это все актуально. И потому требую от вас исполнительской дисциплины. Особое внимание сотрудникам поручено обращать на водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления автомобилем, подвергаются административному штрафу в 30 тысяч рублей и лишаются права управления транспортным средством на 6 месяцев. Если сотрудники выявляют лишенных ранее прав водителей, пренебрегших запретом и севших за руль в нетрезвом состоянии, то водитель подвергается аресту на 15 суток. В этом случае он лишается права управления автомобилем уже на 1 год. 24 июля 2024 года по Республике Абхазии были проведены рейдовые мероприятия с применением ротации личного состава из районов. Во время проведения рейдовых мероприятий по городам и районам было выявлено 346 административных правонарушений, из которых 14 водителей находились в алкогольном или наркотическом опьянении. Данный метод именно ротации сотрудников по районам очень эффективный, и мы будем такие мероприятия проводить очень часто. Основными среди нарушений остаются превышение скорости, движение по встречной полосе, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Также сотрудникам поручено оперативно реагировать на транспортные средства, нарушающие нормы тонирования автостекол. Госавтоинспекция напоминает, тонировка лобовых стекол в республике запрещена. В случае выявления подобных транспортных средств пленку снимают на месте. Также сотрудники милиции напоминают водителям о необходимости использования ремней безопасности. В случае ДТП ремни спасают жизни людей, что подтверждается статистикой. Использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм и гибели в 2-3 раза. При невысоких скоростях тело человека, зафиксированное ремнями, можно вовсе оградить от различных, даже незначительных повреждений. Наряду с ремнями сотрудники призывают к активному использованию детских кресел. Детское сиденье существенно снижает
повышает риск смертности и травматизма. Нежелательно при движении в автомобиле держать детей на руках. Запрещено сажать их на передние сиденья. Усиленные рейдовые мероприятия под руководством МВД продолжатся далее. Основной целью профилактических мероприятий является снижение числа ДТП, минимизация нарушений правил дорожного движения. О соблюдении правил дорожного движения при грузоперевозках на длительное расстояние, скоростного режима труда и отдыха водителей говорили в ходе профилактической беседы 25 июля представители руководства управления ГАИ МВД с водителями большегрузного транспорта, сотрудниками РН «Шельф» Абхазии. Первый замначальника УГАИ Аслан Базба и заместитель Рауль Хагба в ходе беседы с водителями призвали их быть крайне внимательными на дорогах, в особенности к юным пешеходам. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба принимает участие в форуме «Здоровое общество» в городе Москва. 25 июля в рамках форума состоялась сессия «То, что министр прописал» под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко. На сессии обсуждали тему здорового образа жизни, правильного питания, влияния изменения климатических условий на жизнь и здоровье людей. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба отметил важность тем, затронутых на сессии. Работа единого штаба помощи Донбассу в Республике Абхазия продолжается, сообщает руководитель штаба Вадим Мироненко. За месяц удалось доставить для бойцов и госпиталя беспилотные летательные аппараты, сигареты, майки, амуницию, нательное белье для раненых, перевязочные материалы. Также была оказана помощь подшефным организациям инвалидов и их семьям в виде новой одежды для детей, развивающих игр, игрушек и многого другого. По запросу точечно переданы инвалидные коляски и ходунки. Мы благодарны всем организациям и волонтерам, входящим в состав штаба, и неравнодушным гражданам, подчеркнул Мироненко. Абхазская делегация участвует в круглом столе в Пскове, на котором обсуждаются проблемы взаимодействия с российскими соотечественниками за рубежом. Директор Дома Москвы в Сухуме Александр Бегвава выступил с докладом на круглом столе. Он отметил, что забота о соотечественниках, которую проявляет Российская Федерация, близка и понятна жителям Абхазии. Участники круглого стола обсуждают вопросы взаимодействия с молодежью, соотечественников за рубежом, их обучения русскому языку и сохранения российской культуры, а также роли средств массовой информации в распространении информации. Встреча проходит в онлайн и офлайн форматах. Новости культуры. Международный арт-фестиваль «Абхазия Total Soul» пройдет в республике с 26 по 28 июля. Мероприятия пройдут на нескольких локациях. Так, 26-28 числа ночной кинопоказ на крыше морвокзала. В программе фильмы, созданные искусственным интеллектом, абхазские фильмы и фильмы, показанные в Венеции на первом европейском кинофестивале короткометражного кино. Мы познакомились с партнером и соорганизатором Дарьей Бигбаевой в Инстаграме, по интернету. Я пригласила ее посетить станцию-платформу ГУМа и обсудить возможность организации в Абхазии различных мероприятий, культурных и массовых. Достаточно давно мы с командой обсуждаем вопрос привлечения сюда крупных игроков в сфере туризма и ивента, в том числе для того, чтобы проводить здесь мероприятия за рамками туристического сезона. В нашей программе 3 дня, с 26 по 28 июля, в которые входят различные мероприятия, происходящие на различных точках Абхазии, недалеко от Сухума, такие архитектурные объекты, которые бы хотелось бы вдохнуть в жизнь, потому что сейчас они не используются. Такие, как, например, этот великолепный морвокзал. Здесь у нас будет проходить кинопоказ прямо на крыше морского вокзала, а также вечеринка, тихая вечеринка в наушниках. Там великолепная совершенно площадка с совершенно космическим видом. Также у нас будет проходить концерт Луки Гадели в пещере, в Новоафонской пещере. Впервые там зазвучит орган. Это совершенно невероятное событие. Также у нас проходит небольшой концерт в Гаграх около павильона. И кинопоказы у нас здесь будет 2 дня.
И у нас также будет гастроужин 27 и 28 числа. То есть такая программа достаточно большая. Мы охватываем различные сферы. Вот, и очень ждем, что жители Абхазии присоединятся к этому фестивалю. На наш арт-фестиваль мы пригласили такого деятеля искусства, как Слава Зайцев. Это художник из Москвы. Он будет здесь рисовать не красками, а местными инструментами, такими как бутылки, склянки. Он создаст с помощью игры света и тени очень невообразимое искусство. Люди смогут посмотреть на это с другой стороны. В этих его инсталляциях очень много смысла, которые погружают людей в какие-то космические умозаключения. Две инсталляции будут проходить здесь, на Морвокзале. Также в село Лыхны вы сможете посмотреть его искусство. И это проходит с 19:00. Здесь гостей будет ждать также перформанс, который они смогут посмотреть вживую, в лайв-режиме, как это все происходит, как это создается. Центральным событием Пицунского фестиваля станет исполнение абхазского реквиема, сказал худрук и основатель фестиваля Барас Куджба во время видеомоста в пресс-центре «Спутник». Премьера произведения прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В Пицунском храме абхазский реквием прозвучит во второй раз. Пицунский фестиваль будет проходить с 29 июля по 3 августа. За 6 дней в концертном зале Пицунского храма представят 9 музыкальных программ. Дизайнер Аида Гицба представила свою коллекцию ручной работы в фойе Абхазского драмтеатра. Среди работ художницы были предметы, которые она создавала на протяжении нескольких лет. Театральные маски, головные уборы, картины и предметы интерьера из полимерной глины, выполненные по специальной технике. Слово Элеоноре Гилаян. Аида Гицба – абхазский дизайнер, живет в Москве. Она окончила японскую академию Деко. Уже несколько лет создает эксклюзивные изделия из японской глины. По словам Аиды Гицба, на персональной выставке представлена лишь малая часть ее работ, так как привезти их было непросто. Вести очень сложные экспонаты по мере того, как они упаковывались. Таким образом я отбирала, потому что есть работы, которые очень сложно было привезти. Вот. И когда я собрала уже какое-то определенное количество работ, я из них тоже кое-что выбрала. И концептуально мы решили, чтобы работы имели какое-то отношение к театру. Это после того, как мы узнали, что площадка у нас будет здесь. Решили, что какие-то работы непосредственно имеют отношение к этой теме, и показать работы новые, связанные с Абхазией, тоже концептуально, потому что все-таки мне хотелось как-то приблизиться к своей стране. Когда-то создание предметов ручной работы было для Аиды Гицба хобби, но сегодня это часть ее жизни. Дизайнер много училась в течение последних 10 лет и сегодня точно знает, чем хочет заниматься, а главное, как. На сегодняшний день я занимаюсь в основном изготовлением сумок, моих дизайнерских и реплик. Идея создания реплик возникла, потому что мне хотелось просто попробовать, а смогу ли я то, что делают бренды и продают за большие деньги. Я попробовала и поняла, что все доступно, все возможно. Мне это очень понравилось. У меня очень многие модницы носят мои сумки. Что касается работы с кожей, на сегодняшний день я думаю, что я на этом останавливаюсь просто, потому что у кожи очень большие возможности, и кожа, она вся очень разная. Она по-разному звучит, она по-разному в работе используется. Я стала шить обувь. У меня очень много сшитой мною обуви. Мне это очень нравится. Мне нравится, что ее носят и что она практична, она удобна, потому что каждая обувь это делается индивидуально под конкретного человека.
Создание эксклюзивной хендмейд-работы – кропотливый труд, занимающий много времени. Работы дизайнера Аиды Гицбо хранятся в частных коллекциях российских и зарубежных звезд. Часто дизайнер выступает в коллаборациях. Что связано с коронами, короны у меня уже были готовые. Когда так произошло, что мы общались с актрисой Светланой Светличной, и почему-то я увидела в ней такую вот драматическую актрису. И она тоже очень любит, когда ее сравнивают именно с драматической актрисой. Вот создался такой образ, такое видение. Я предложила ей поучаствовать в нашей фотосессии, назвать ее «Королева-женщина». И показали мы, что можно уйти от стереотипов, что можно вот таким образом создавать что-то новое. Когда я посмотрела, как она выглядит в короне, у нас сразу возник образ, мы создали еще и одежду подходящую. Мне очень понравилось с ней работать. И практически все мои короны мы использовали вот в этой фотосессии. Вот. И есть еще работы, которые были сделаны на заказ, то есть тоже на определенные фотосессии. Вот. Я попробовала, мне понравилось очень. Компания Джеверли Гарден мне несколько раз делала заказы. У Аиды Гицбо еще много нереализованных идей. В первую очередь она считает важным передавать свои знания молодому поколению. Но учитывая то, что мы 30 лет прожили в Москве, это иными словами можно назвать ностальгией, голова здесь. Когда я сюда приезжаю, когда я вижу людей, которых я когда-то встречала, с кем-то я училась, с кем-то у меня были какие-то интересные проекты, и у меня просто душа поет. Поэтому вся моя душа находится здесь. Естественно, я посчитала нужным познакомить именно абхазскую публику со своими работами для того, чтобы в дальнейшем просто, во-первых, познакомить и в дальнейшем показать, как все это делается. То есть дать молодежи профессию. На самом деле, на сегодняшний день, я думаю, что это очень важно. Но чтобы молодежь понимала, что есть масса всего, чем можно заниматься. Для проведения выставки мне было необходимо создать вот такие колбы, чтобы мои изделия стояли под стеклом. Это и выглядело, чтобы красиво, и в то же время эстетично. И я хотела бы все вот эти колбы подарить Абхазскому драматическому театру имени Самсона Чанба, для того, чтобы они могли создать музей. Я слышала, что есть такая идея. Абхазия занимает главное место в мыслях дизайнера. Именно потому ей так важно представлять свои работы на родине и включать этнические элементы в свое творчество. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Событие на культурной площадке «Склад». Выставка «Я бы предпочла быть камнем» художницы Ники Лакарба. Экспозиция состоит из триптиха, анимации, живописи и фотографий. Ника Лакарба – художница, работающая с широким спектром материалов: графика, живопись, керамика, коллаж. Отправной точкой для экспозиции стала ее личная история любви, в которой острые эмоции и сопровождающая их боль превратились в желание стать камнем, непроницаемым, отстраненным, бесчувственным. Выставка осуществлена при поддержке фонда «Асаркия» и продлится с 24 июля по 9 августа, воскресенье, понедельник, выходные дни. С 13 по 15 сентября в Абхазию с гастролями приезжает театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга. На сцене Государственного русского театра драмы имени Искандера покажут 4 спектакля: «Попрыгунья», «Таня», «О чем говорят мужчины и женщины», «Приключения мамы Му»
и ее друзей. Гастроли в Сухуми пройдут в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли», которые организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России. С 2017 года Русдрам – полноправный участник программы «Большие гастроли», благодаря чему Русский театр Абхазии побывал со спектаклями во многих российских городах. По этой же программе в Абхазию приезжают коллективы известных театров России, показывают абхазской публике свои лучшие спектакли. Эвкалипты, кипарисы, пальмы, горы и персики. В эти дни в 1888 году Абхазию впервые посетил великий русский писатель Антон Павлович Чехов. Его приезд не остался незамеченным. Он сам писал письма своим друзьям о том, как побывал в Абхазии и как ему понравилась природа. В нашем сегодняшнем эфире продолжаются проекты, посвященные творчеству великого писателя из архива Абаза ТВ. О спорте. В Пицунде пройдет кубок по баскетболу 3х3, посвященный 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапши, столетию баскетбола Абхазии, сообщает Госкомспорт. Турнир среди взрослых и детских команд пройдет с 26 по 27 июля на специальном баскетбольном стадионе с покрытием Берго, лицензированный ФИБА. Стадион расположен на территории пансионата Литфонд и соответствует всем международным стандартам. Кубок среди мужских команд является отборочным турниром, победитель которого отправится на финал дивизиона Лига Регион. Победители и призеры турнира будут награждены специальными призами. Организатором Кубка выступает Центр современных спортивных технологий при поддержке Госкомспорта и Федерации баскетбола Республики. Сейчас о погоде. В пятницу 26 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и днем преимущественно без осадков, однако к вечеру при прохождении холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен град. Атмосферное давление низкое, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью 18-23, днем 26-31 градус. Температура морской воды 28 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на Абаза ТВ. До встречи в эфире.